Сегодня в республике отметили День хакасского языка. Дату учредили 7 лет назад с целью сохранения родной речи коренного народа. О том, как прошло торжеством, репортаж Марины Канадаковой. По сложившейся традиции перед началом праздника гости знакомятся с выставкой книг на хакасском языке. Среди словарей, учебников и художественной литературы нашлись подарочные конверты для тех, кому важно поздравить на родном языке. У нас есть подготовленные, допустим, поздравления, такие, написанные как бы просто, да, что человек может спокойно прочитать его, и конверт. Внедрить язык с азов помогает и детская литература. Илья Топоев – один из немногих, кто пишет рассказы и стихи для самых маленьких. Они издаются совсем скромными тиражами, но писатель уверен, он работает не зря. Взрослые многие не читают книжки еще на хакасском, они уже отвыкли говорить на хакасском, и им трудно читать, они больше привыкли на русском, а вот дети, они хорошо читают. В знак признания заслуг Илья Топоев удостоен звания «Народный писатель Хакасии». Награды получили сотрудники издательства, Хакнияли, газеты «Хабар» и, конечно, преподаватели родного языка в детсадах и школах. Представители власти отметили значение их труда для сохранения культуры. 3 года назад мы с вами приняли региональную программу по поддержке хакасского языка и культуры. И ежегодно увеличиваем эту поддержку, увеличиваем финансирование. В этом году это составило 9 миллионов. И, конечно, это по большому счету слезы. Сохранение и развитие хакасского языка – это наш основной приоритет, должен быть. Из НР 7 лет назад было принято очень мудрое решение на государственном уровне установить такой праздник. И это решение – это знак уважения, особого внимания к родному для Республики Хакасия, для представителей коренного этноса хакасскому языку. В республике проводятся конкурсы на знание языка, выпускаются учебные пособия, поощряется проведение мероприятий по развитию национальной культуры. Однако это не помогает создать среду, в которой дети будут не только говорить, но и думать на родном языке. Педагоги просят помощи у родителей. То, что мы проводим на уроках и занимаемся хакасским языком, это только капля в море. Нужно прежде всего начинать с семьи и работать в основном с семьей, потому что с семьи все и начинается. В этом году исполнилось 100 лет современному хакасскому алфавиту. Его появление стало возможно благодаря первой интеллигенции советской Хакасии. Многие из ученых и педагогов того времени впоследствии были репрессированы. Сохранить фундамент, который они заложили, по-прежнему актуальная задача. Марина Канадакова, Владислав Пустовой, Руслан Шалгынов. Вести Хакасия.